Солнечное колесо. Колесом, солнышко в гору иде. Так начиналась одна из записанных в XIX веке украинских народных песен. Солнце здесь представлено как некое космическое колесо, архетип, восходящий своими корнями к глубокой древности. В Ригведе выражение Сурьяса чакра, колесо Сурьи, употреблено 11 раз. В греческой же поэзии выражение Лиоу, куклос, колесо солнца Гелиоса, является повторяющейся формулой. Эти слова, колесо, чакра, куклос, происходят от одного и того же праиндоевропейского предка. Куэквлос, извиняюсь, куэклос, колесо, от корня куэл, вращать. В других индоевропейских культурах также повсеместно встречается представление солнца как колеса. Латинское солис рота, древнеирландское Ruth Green, древнесеверное Феграхуэл. Даже если и его наименование и не восходит к Куэквлос. В археологии эпохи бронзы Европы известно огромное множество свидетельств широкого распространения солярного круга, гораздо более широкого, чем в последующем Железном веке. Одним из символов Солнца, как на керамике, так и в украшениях, служит как раз изображение солнечного колеса. Символика колеса и вращения вокруг недвижимой оси, очевидно, имела огромное значение для наших предков. Кони колеса. Индоевропейцы были одними из первых племен, использовавших как колесо, так и одомашненную лошадь. Скорее всего, именно лошадь и колесо стали одним из решающих факторов экспансии наших предков по Европе и Азии в ходе бронзового века. И именно лошадь и колесо наши предки прочно ассоциировались с одним из своих верховных богов – Солнцем. Более того, сравнительная мифология позволяет со всей уверенностью утверждать, что ассоциация коня с солнечным культом характерна и практически исключительно индоевропейское явление. Солнечная повозка в той или иной форме существует во всех ветвях традиций. Золотая колесница Рада Сурьи упоминается в Ригведе неисчислимое количество раз. Также и Гомер характеризует колесницу солнца как златояремную. Авестинская формула эпитет солнца, обладающая быстрыми конями, Хуаре Аурат Аспем, также находит параллели в именах коней солнца в Ригведе. Еташа, быстрый, и старшей Эдде, Аусвидер, всебыстрый. Лучшей иллюстрацией этого мифологического мотива до сего дня остается солнечная колесница, найденная у Трундхольма на датском острове, Зеландия, в 1902 году. Литая бронзовая статуэтка изображает солнечный диск и коня, везущего его. Повозка была представлена на четырех функциональных колеса со спицами, пик технологии того времени, использовавшихся, в отличие от сплошных дощатых колес, только для боевых колесниц. Датируется находка поздним бронзовым веком, 1100-550 года до нашей эры. Солнечная повозка из Трундхольма, Зеландия, Дания, примечательно то, что она представляет собой колесницу,
У каждого колеса по 4 спицы. Первые подлинные колесницы появляются в Европе только в эпоху Железного века. Этрусская колесница из Монтельеоне, 6 век до нашей эры. Диск Солнца представляет собой ритуальный календарь, имеющий общие принципы построения с ритуальным календарем ацтеков. В том числе 8 точек вокруг центра, как отметки для измерения тени от Солнца. 24 круга на внешнем, третьем круге число часов в сутках и другое. Язык, на котором равнялся жрец, заказчик ритуального календаря, повозки, баский. Солнечная повозка из Трундхольма может быть датирована 18-17 веками до нашей эры. Одно время с небесным диском из Небры. Миф о солнечном божестве, колесящем по небу на колеснице, является типичным для индоевропейских народов. Колесница Гелиуса, древнеиндийская, Вимана. Поклонение Солнцу. Солнце никогда не отклоняется от своего пути, и потому специальные жертвы Богу Солнца с просьбами о помощи, как другим богам, похоже, не приносили. Культ Солнца, насколько можно судить, был основан на настолько же упорядоченном, как сам путь светила поклонений. Практически везде оно было привязано к 4 солярным датам, 2 солнцестояниям и 2 равноденствиям. История рождения Иисуса целиком основана на астрологии. 25 декабря – Рождество Христово. Это также день зимнего солнцестояния, установленный в 45 году до нашей эры Юлием Цезарем, согласно его юлианскому календарю. В эту дату проводились соответствующие празднества язычников. С тех пор за счет разницы между календарным годом 365,25 суток и тропическим годом 365, 24 и так далее, закругленное в общем, суток в году. Произошел сдвиг фактического астрономического солнцестояния примерно на 3 дня за каждые 4 столетия. Достигнув в XVI веке даты 12 декабря. В 1582 году папа Григорий VIII решил восстановить точное соответствие между сезонами и гражданским годом, но при этом он ссылался не на эпоху римского императора, а на Никейский собор 325 года, период становления основных христианских праздников. Таким образом, папа аннулировал 10-дневную ошибку, накопленную за период с IV века по XVI века, но не учел 3 дня, набежавшие между I и IV веками нашей эры. Эта корректировка календаря сдвинула зимнее солнцестояние в северном полушарии примерно до 22 декабря. В христианских церквях, перешедших на григорианский календарь, в эти дни празднуется Рождество Христово. Православие использует юлианский календарь, по которому дата Рождества совпадала с зимним солнцестоянием 2000 лет назад, но теперь сместилась позже на полмесяца. Высота Солнца над горизонтом в момент зимнего солнцестояния – это минимальная среди верхних кульминаций Солнца для всех дней данного года. День зимнего солнцестояния самый короткий в году, а ночь самая длинная. Сезонное значение зимнего солнцестояния состоит в повороте от постепенного удлинения ночи и сокращения дня к обратному направлению. Солнцестояния, возможно, были особыми моментами годового цикла, даже во времена неолита, около 9500 лет до нашей эры.
Вступление в неолит приурочивается к переходу культуры от присваивающего, охотники и собиратели, к производящим, земледелие или скотоводство, типу хозяйства, а окончание неолита датируется временем появления металлических орудий труда и оружия, то есть началом медного, 4000-3000 год до нашей эры, бронзового, 3000 по 1200 года до нашей эры, или железного века, с 1200 по 332 год до нашей эры. Астрономические события, которые с древних времен управляли спариванием животных, посевом сельскохозяйственных культур и заготовкой зимних запасов до следующего урожая, показывают, как возникли различные культурные мифы и традиции. Об этом свидетельствует планировка археологических памятников позднего неолита и бронзового века, таких как Стоунхендж в Великобритании и Ньюгрейдж в Ирландии. Основные оси обоих этих памятников были тщательно выровнены по эриетельной линии, указывающей восход солнца в день зимнего солнцестояния. Ньюгрейдж и закат солнца в день зимнего солнцестояния Стоунхендж. Ньюгрейдж по-ирландски Шианвру, 2500 год до нашей эры. Мегалитическое культовое сооружение в Ирландии. Коридорная гробница, входящая в комплекс Брунабойн, находится в 40 километрах к северу от Дублина, в долине реки Бойн. Английский исследователь XVIII века Чарльз Валанси определил Ньюгрейдж как пещеру солнца. Вход в гробницу отмечал круг камней высотой от 1,5 до 2,5-5 метра. Еще один круг из 97 вертикально стоящих камней окружал по периметру саму гробницу. Все эти камни, а также стены коридора и погребальной камеры, покрыты орнаментом, состоящим из зигзагообразных линий, треугольников, концентрических кругов, но наиболее часто встречается изображение тройной спирали. Этот символ был широко распространен в неолитическом искусстве и, как предполагают исследователи, был связан с циклом смерти и возрождения. В частности, аналогичные символы выражены на резных каменных шарах, характерных артефактах той же эпохи. Большинство изображений спирали располагается при входе в гробницу, как бы обозначая границу между миром мертвых и миром живых. Также среди мотивов изображений встречаются чашевидные знаки и концентрические кольца. Туннель ориентирован на юго-восток, точно на место восхода солнца в день зимнего солнцестояния. Над входом находится отверстие, окно 20 сантиметров в ширину, через которое солнечные лучи могут проникать к внутренней камере. В течение нескольких дней с 19 по 23 декабря лучи восходящего солнца проникают по нему во внутреннюю комнату и ярко освещают ее около 17 минут. Стоунхендж – каменное мегалитическое сооружение, Крамлех, в графстве Уилтшир, Англия, около 3000-1900 года до нашей эры. В 2022 году английский профессор Бортмундского университета Тимоти Дарвилл описал в журнале Antiquity свои наблюдения, согласно которым Стоунхендж использовался в качестве солнечного календаря,
по тому же принципу, что и древнеегипетский календарь. Он был рассчитан на 365,25 суток в году и состоял из 30 блоков, соответствующих 30 дням месяца, но до наших дней сохранилось лишь 17. 5 трилитов в центре обозначают празднование середины зимы, длившиеся 5 дней, а самый высокий камень в композиции представляет собой восход солнца в день зимнего солнцестояния. Современное английское название Stonehenge имеет значение каменный хендж, то есть каменный круг. Название камня на языках германской ветви индоевропейского языка восходит к нахскому «то» – камень, английское stone, голландское «steen», датское «sten», исландское «steini», немецкий «stein», норвежский «stein», шведский «sten». И так далее. Камень играл особую роль и в похоронном ритуале, и, по всей видимости, в религиозном воззрении северокавказских племен поздней бронзы, северокавказская, терско-кубанская археологическая культура второго тысячелетия до нашей эры. Во-первых, камень очень широко использовали при погребении, как и в эпоху майкопской культуры. Каменные вымостки в курганах, кольца крамлехи вокруг могил. Во-вторых, погребения северокавказцев находят камни-амулеты, что говорит о том, что камень играл важную роль в их жизни, и ему приписывалась чудодейственная сила. Интересные реликты этого культа остались в чеченском языке. То – камень, тар – ладонь, тура – темло, воин, там – война. Слово «война», слово «то» – камень, образует целый семантический ряд со значением «камень плюс ладонь равно война». Таким образом, в чеченском языке слово «война» восходит к древнейшему оружию человека – камню. «Т» – это звук, который издает камень, если им бить или бросить в воду достаточно большой камень. Или бросить в воду достаточно большой камень. «То». Газекский круг – неолитическое сооружение в Газеке. Округ Бурген-Ландкрайс, земля Саксония, Ангальт, Германия. В 20 километрах к юго-востоку от места обнаружения Небрского диска. Желтые линии направлены. Секунду. Желтые линии направлены на восход и заход Солнца в день зимнего солнцестояния. При сопоставлении с данными GPS археологи обнаружили, что 2 южных прохода отмечают восход и заход Солнца в зимнее солнцестояние. Во время зимнего солнцестояния наблюдатели в центре могли видеть восход и заход Солнца через юго-восточные и юго-западные ворота. Соответственно, осколки керамики, найденные в окрестностях круга, указывают на то, что он был сооружен около 4900 году до нашей эры. На керамике отмечается 2 вида линейных узоров, характерных для того периода. Газекский круг относится к более чем 250 известных доисторических кольцевых канав в Германии, Австрии и Хорватии, выявленных путем наблюдения с воздуха. Археологи исследовали лишь около 10% из них. Похожий, но более поздний пример представляет собой Голлоринг у Кобленца.
Небесный диск из Небры. Положение рассвета и заката в дни солнцестояния на диске из Небры. Небесный диск из Небры – бронзовый диск с диаметром 30 сантиметров, покрытый патиной цвета аквамарина, со вставками из золота, изображающими Солнце, Луну и 32 звезды, в том числе скопление Плеяды. С художественной и археологической точек зрения уникум. Диск и другие предметы были обнаружены в лесу, который был населен еще в эпоху неолита, 9500 год, о чем свидетельствует около 1000 обнаруженных погребений. Место обнаружения предметов находилось на огражденной в древности вершине 252-метрового холма. Повторное исследование участка привело археологов к заключению, что городище было устроено таким образом, что солнце каждое солнцестояние опускалось прямо за Брокеном, самой высокой точкой Гарца, Германия. Это позволило связать диск с такими доисторическими обсерваториями, как Стоунхендж и находящийся неподалеку, но гораздо более древний Гозекский круг, который мы только что вам демонстрировали. Золотая урна из Мьёвика, перевернутая вверх дном, представляет собой солнечный небесный купол или солнечное колесо с 6 спицами, в котором есть 6 клинышков, образующих 6 60-дневных интервалов в соответствии с вавилонской 60-ричной системой счисления, которая вместе с дополнительными днями високосного года добавляется к солнечному календарю. Месяц июнь-июль составляет полный год из 365 дней. Солярные праздники. Свидетельства о праздновании солярных дат дошли до нас от всех ветвей традиций. Археологические свидетельства демонстрируют, что солярные даты отмечались еще в эпоху бронзы. Празднование этих дней имеет характерные общие черты среди всех индоевропейских народов. В ходе празднования зимнего солнцестояния Махаврата в ведийской Индии жрец Брахман должен был качаться на качелях, нижняя точка хода которых символизировала нижнюю точку светила в день солнцестояния. Ассоциацию обрядовых качелей с качанием восхода солнца по небосводу в ходе года можно проследить у большинства индоевропейских народов. Другими расхожими атрибутами празднования солярных дат были танцы, особенно хороводы куклой, хорой, квеквлос, возжигание огней, в частности, катание с горы горящего колеса. Традиция, отмеченная в европейской фольклоре, по крайней мере, с IV века нашей эры. Важнейшим символом были пироги круглой формы. Они символизировали само солнце. Зимнее солнцестояние было чрезвычайно важно в жизни первобытной общины, поскольку люди не были уверены в том, что они хорошо подготовились к зиме в течение предыдущих 9 месяцев, и что они смогут пережить эту зиму. Голод был распространенным явлением в зимний период. С января по апрель этот отрезок года известен как голодные месяцы. В умеренном климате фестиваль середины зимы был последним праздником перед началом тяжелого зимнего периода. Большая часть скота в это время забивалась, поскольку его нечем было кормить в течение зимы. Поэтому время зимнего солнцестояния было единственным периодом года, когда больше всего потребовалось свежего мяса. В это время большая часть вина и пива, сделанного в течение теплого времени года, доходила наконец до готовности, его можно было пить. Празднества проводились не только непосредственно в этот день, они начинались в полночь или на рассвете, а чаще всего накануне.
Поскольку зимнее солнцестояние является поворотным событием в присутствии Солнца на небо, оно дало повод для повсеместного возникновения концепции рождения и возрождения богов. В культуре многих народов на основе зимнего солнцестояния основаны циклические календари. Празднуется возрождающийся год, символ новых начинаний, как, например, очищающая традиция Хогбанай в Шотландии. В греческой мифологии боги и богини встречали зимнее и летнее солнцестояние. В эти дни богу Аиду разрешалось появляться на горе Олимп. Его царство был подземный мир, и в любое другое время ему не полагалось оттуда выходить. Сейчас, секунду. Сол, который вы видите на экране, непобедимое солнце, Сол Инвиктус, официальный римский бог солнца, солнечного культа, созданного императором Аврелианом в 274 году нашей эры. Его культ превосходил другие восточные культы по важности, вплоть до запрета политеистических религий при Феодосии I. В 274 году император Аврелиан посвятил храм Солу Инвиктусу, непокоренному солнцу, сделав его богослужение официальным. Популярность этого культа и его распространение повлияли на дату Рождества и иконографию, связанную с Христом. Сол Инвиктус также был покровителем римских легионов. Его празднование обычно сопровождалось пьянством, гонками на колесницах, играми. Легионеры его обязательно отмечали, независимо в какой провинции империи они находились. Название Сол Инвиктус, непобедимое солнце, применялось по крайней мере 3 различным божествам в течение поздней империи. Гелиогабалу, ведущему происхождение из сирийской Эмесы, неудачно выдвинутому в качестве главы официального пантеона одноименным императором, к Митре и к Солу. Эпитет Инвиктус применялся к Митре в личных надписях, сделанных его почитателями. Также он употреблялся применительно к Марсу. Платон в «Законах» писал, что эллины и все варвары, как при различных несчастьях, так и при полном благополучии, преклоняют колени и подвергаются ниц при восходе и закате солнца и луны. В Шотландии, Баварии, Балтийских странах, Беларуси, Украине и Польше до XIX века сохранялся обычай снимать при виде восходящего солнца головной убор. Нетрудно представить, как наши древние предки при восходе солнца приветствовали одного из своих наиболее любимых и наиболее почитаемых богов в начале его дневного пути. Светилом клятвы солнцем. Светилом клянется и Агамемном в Илиаде, и Рустам в Шахнаме, и Гудрун в эдической песне об Атли. Хетские договоры также зачастую начинаются с упоминанием бога солнца. Имели обычай клясться светилом и средневековые франки. Всех случаев не перечислить.
Клятвы солнцем отмечаются по всему индоевропейскому ареалу сквозь тысячелетия. Объясняется это тремя обстоятельствами. Во-первых, в ходе своего ежедневного путешествия Солнце проходит над всем миром, а значит, видит весь мир. Это делает Бога Солнца всевидящим. Викво веудас. Такая способность роднит Бога Солнца с верховным божеством пантеона наших предков, Богом сияющего неба, Деус. Интересно, что в греческой и арийской традиции только Бог неба и Бог Солнца характеризуются эпитетом Маха, Мег, Великий. Более того, Солнце крайне часто воспринимается как непосредственно глаз Бога неба, который делает его всевидящим. Солнце описывается такими поэтическими эпитетами, как латинское «lovis oculis» – глаз Юпитера, гельский «suildhem oir» – глаз великого Бога. В Ригведе Солнце часто называется глазом Митры и Варуны, богов, которые в Ригведе заменили древнего Дьяуса, или просто как глаз богов. Также и человеческие глаза весьма часто описываются как солнце. Примером скандинавский кенинг, энис солир, солнце лица, или древнеирландское суиль, глаз. Также люди знали о звездах. Следя за их перемещением по небосводу, они могли предсказать долгосрочные события, такие как затмение и полнолуние. Древние сгруппировали звезды в то, что нам известно сегодня как созвездие. Это крест-зодиак на экране, если что. Один из древнейших символов истории человечества. Он показывает, как Солнце в течение года проходит через 12 главных созвездий. Также он отражает 12 месяцев, 4 времени года, дни солнцестояния и равноденствия. Слово «зодиак» по-гречески «круг животных» возникло от того, что созвездия связывались с образом зверей и людей. Таким же образом, 12 созвездий означали временные периоды, которые Солнце проходит за год, и связывались с элементом природы, типичные для этого времени, как, например, водолей, весенние дожди. Другими словами, древние цивилизации не только следили за Солнцем и звездами, но и персонифицировали их в мифы, объясняющие их движение. Иисус Христос рожден Девой Марией 25 декабря в Вифлееме. Его рождение было обозначено звездой на востоке, направившей 3 царей-мудрецов к месту его рождения. Звезда на востоке – это Сириус, самая яркая звезда ночного неба, который 24 декабря образует линию с 3 звездами, 3 царя пояса Ориона. Эта линия указывает на место, где следующим утром, 25 декабря, восходит Солнце. Вот почему 3 волхва следуют за звездой на востоке к месту рождения младенца, Солнце, которое в молодом обличии начинает Новый год и весну. Мать Иисуса, Дева Мария, это созвездие Дева, латинское название Вирго, также означает девственница, обозначается древним символом, видоизмененной буквой М, сочетание с символом рыбы. Тоже на экране. Средняя картина. Внизу. Мария – это девственница, ставшая матерью, наряду с другими девами, такими как мать Адониса Мирра и мать Будды Майя, чьи имена тоже начинаются на М. Созвездие Девы также связано с так называемым домом хлеба, Вифлеем. Иисус родился от Девы Марии 25 декабря в Вифлееме. Созвездие Девы иногда изображается как Дева, держащая колосья пшеницы. Дом хлеба и его символ, сноп пшеницы, символизирует август и сентябрь, время жатвы. В свою очередь, Вифлеем также буквально переводится как «дом хлеба».
Вифлеем указывает на созвездие Девы. Это место находится на небосклоне, а не на земле. Есть еще один любопытный феномен, происходящий накануне 25 декабря, во время зимнего солнцестояния. Начиная со времени летнего солнцестояния и до зимнего, дни становятся короче и холоднее. В северном полушарии солнце будто бы движется на юг. Оно становится меньше и дает меньше света. Для древних людей сокращение дня и прекращение роста злаков по мере приближения зимы символизировало смерть. Отсюда ле, оймота. Вал, ел, был, б, в, е – это классовые указатели. Без них мужское и женское обозначение вали, яли будет просто ле, луо, снег, луо, ле, снег, луо, дай, точнее, луо, снег, дай, ле, умереть, умер, умри. Взаимосвязанные вещи. Это была смерть Солнца. Оно наступало 22 декабря после того, как Солнце, уходя на юг в течение 6 месяцев, оказывалось в самой низшей точке на небосклоне. В это время случались любопытные явления. Солнце прекращает свое зримое движение на юг на 3 дня. Во время этой 3-дневной паузы Солнце останавливается в районе созвездия Южного Креста, а после этого, 25 декабря, поднимается на 1 градус севернее, предзнаменуя удлинение дня, тепло и весну. Метафорически говорится, что Солнце умирает на кресте на 3 дня, затем воскресает и рождается заново. Вот поэтому Иисус и другие солнечные божества оказываются распятыми, умирая на 3 дня, затем воскресают. Переходный период, когда Солнце в северном полушарии меняет свое направление, обозначает скорый приход весны, то есть спасение. Однако воскрешение Солнца не праздновали до наступления весеннего равноденствия, то есть Пасхи. Все потому, что в день весеннего равноденствия Солнце берет верх над силами тьмы, то есть день становится длиннее ночи, что совпадает с приходом весны и возрождением природы. Самый главный астрологический символ – 12 учеников Иисуса. Есть ничто иное, как 12 созвездий зодиака, которые повсюду сопровождают Иисуса, Солнце. Число 12 повторяется в Библии повсюду. Эта книга связана с астрологией, как никакая другая. Зодиак – символ солнечного цикла. Не просто иносказательное пособие, описывающее движение Солнца. Он представляет собой языческий символ, который в упрощенном виде выглядит вот так. Это не символ христианства, это языческое представление зодиака. Голова Иисуса на ранних иконах всегда изображается в центре креста, поскольку Иисус – это Солнце, Сын Божий, свет земной, вознесенный Спаситель, который придет снова каждое утро. Он сияние Господне, которое защищает от тьмы. Каждое утро он рождается заново. Его можно увидеть сходящим с облаков, в небесах, с короной из шипов, то есть с лучами. Иоанна 9:5. «Доколе я в мире, я свет миру». 8:12. «Я свет миру». От Матфея 28, 5, 6. Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь, он воскрес». 2 Коринфянам 4:6. «Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа». Иоанна 19:5. «Тогда вошел Иисус в терновом венце и в багрянице». Еще одна из важных астрологических и астрономических метафор Библии – это эра. В Библии много упоминается о веках. Чтобы понять это, мы должны ознакомиться с тем, что такое процессия. От латинского «процессио» – продвижение вперед.
выходить, выступать, протекать, или предварение равноденствий. Древние египтяне, как и более ранние народы, знали, что приблизительно каждые 2150 лет Солнце вставало утром в день весеннего равноденствия в новом созвездии зодиака. Это происходит из-за медленного раскачивания оси вращения земного шара. В этом цикле созвездия идут в обратную сторону, относительно привычного годичного цикла. На то, чтобы процессию прошли все 12 знаков, уходит примерно 25 765 лет. Это так называемый Платонов год. Древние называли каждый период в 2150 лет эрой. С 4300 года по 2150 год до нашей эры была эра Тельца. С 2150 года до нашей эры по первый год нашей эры была эра Овна. С первого года по 2150 год нашей эры Земля пребывает в эре Рыбы. Приблизительно с 2150 года мы войдем в новую эру Водолея. Таким образом, Библия как бы символически описывает движение через 3 эры, 4-ю. В Старом Завете говорится, что Моисей пришел на гору Синай с 10 заповедями, но его огорчило, что народ поклоняется золотому тельцу. Он разбил каменные скрижали и приказал людям убивать друг друга для очищения. Исследователи Библии объясняют его гнев тем, что израильтяне поклонялись золотому тельцу. В действительности золотой телец представляет созвездие. Моисей символизировал новую эру Овна, поэтому и иудеи используют бараньи рога в ритуалах. Об этом переходе в новую эру свидетельствуют и другие божества. Например, Митра, дохристианский бог, убивающий тельца в похожем мифе. В истории христианства выделяется ранний период до 325 года, до Первого Вселенского собора в Никее, когда христианство было провозглашено официальной религией Римской империи. Этот период мы можем исследовать по раннехристианским рисункам, в частности в римских катакомбах. Уже тогда Иисус, вопреки здравому смыслу, приобрел правильные, в кавычках, европеоидные черты, прямой нос, каштановые волосы и светлую кожу. В рисунках и статуэтках он изображался молодым и безбородым, иногда довольно полнолицым. И как видите, Иисус уже открыто отождествлялся ранними христианами со старыми богами греческой мифологии. Основные мотивы изображений – добрый пастырь Иисус, агнец Господень, голубь мира, хлеб, рыбы и якорь. 2 рыбы – это один из самых древних и главных символов христианства. Они почти всегда изображались возле якоря. Это связано с легендой, что Иисус накормил 5000 человек 2 рыбами. Сегодня в западной традиции один из символов Христа также рыбы, означающий к тому же монограмму его имени – Ихтис, на греческом рыба. Как известно, временной период, в течение которого точка весеннего равноденствия находится в одном и том же знаке зодиака, называется астрологической эрой. Их смена связана с прецессией земной оси. Сегодня мы живем в переходной стадии между эрой рыб с 0 года нашей эры, после эры Овна с 2150 года до нашей эры, четко ознаменовавший последние 2000 лет, и близимся к эре Водолея. Опять же, рыбы и якорь – это символика раннего христианства и устоявшийся символ созвездия рыбы.
Христиане это сегодня объясняют тем, что тогда было, их преследовали, это было их тайным символом. Иисус провозглашает наступление эры, которая заменила эру Овна. Овна Бог, Овна и Бушуни, баран, Устав, Бушуни, козел, короче, Юкли, Уюмцасу, Юкли, Устав, Эла. То есть нынешнюю эру рыб. Символ рыбы, тесно связанный с изобилием, часто встречается в Новом Завете. Иисус накормил 5000 человек хлебом и 2 рыбами. Когда он начал свое служение в Галилее, он встретил 2 рыбаков, которые последовали за ним. Рождение Христа отмечает начало нашей эры. В Евангелии от Луки 22:10 ученики спросили Иисуса, где они встретятся после его ухода. И он сказал им: при входе вашем в город встретится вам человек, несущий кувшин воды. Последуйте за ним. Этот фрагмент является одним из наиболее интересных астрологических свидетельств. Человек с кувшином – это созвездие Водолея, часто изображаемый как мужчина, наливающий воду из кувшина. Это в 2150 году будет новая эра Водолея. Он представляет эпоху, следующую за эрой рыб, когда Солнце, Сын Божий, покидает эру рыб Иисуса. Он входит в дом Водолея, потому что Водолей следует за рыбами в цикле прецессии. Иисус говорит, что после эры рыб наступает эра Водолея. Мы все слышали о концепции конца света. Один из важных источников этой концепции – Евангелие от Матфея 28:20, где Иисус говорит: «Я с вами все дни до скончания мира». Однако в английской версии Библии слово «мир» является неправильным переводом, как и во многих других языках. На самом деле здесь использовалось латинское слово «эон», что означает «век» или «эра». «Я с вами все дни до конца эры». Это правда. Прецессия Иисуса с эпохой рыб заканчивается с наступлением эпохи Водолея. Концепция конца света – это не что иное, как неправильно понятая астрологическая аллегория. Фигура Иисуса в его биографии с астрологической точки зрения прямо взаимствована у египетского солнечного бога Хоруса. Например, на стенах египетского храма в Луксоре, возраст которого более 3500 лет, изображены символы непорочного зачатия, рождения и поклонения Хору. Вначале оттепель сообщила Исиде, что она родит Хора, после чего Святой Дух Неф оплодотворил Деву. Из этого исходит поклонение непорочному зачатию. Эта история точно повторяется в чудесном зачатии Иисуса. Однако заимствование не ограничивается этим. История о Нухе и его ковчеге также происходит из шумерских и египетских традиций. История о Великом потопе встречается повсюду в древнем мире. Свыше 200 упоминаний из разных периодов. Нам не нужно идти далеко. Давайте взглянем на миф о Гильгамеше, описанный за 2600 лет до нашей эры. Этот рассказ повествует о Великом потопе, который послал Бог на мир, о ковчеге, спасенными животными, и даже о выпущенном, а затем вернувшемся голубе. Все эти сюжеты встречаются позже в Библии наряду с другими сходствами. Например, заимствованная история о Моисее. Когда родился Моисей, считается, что его положили в корзину и отпустили по реке, чтобы спасти его от гибели. Моисея спасла дочь фараона, которая воспитала его как принца. Эта история с младенцем в корзине точно повторяет рассказ о Саргоне из Аккада, который жил около 2250 лет до нашей эры. Когда младенец Саргон был рожден, чтобы спасти его жизнь, его положили в корзину и отпустили по реке. Его спас и вырастил Аки, садовник царя. Моисей известен как хранитель закона, а именно 10 заповедей закона Моисея. Однако сюжет божественной передачи закона пророку на горе встречался ранее в истории мифологии.
Моисей далеко не первый пророк, который нес божественный закон людям. В Индии божественный закон был принесен ману. На острове Крит царь Минос зашел на гору, где Зевс дал ему священный закон. А в Египте был Мисес, у которого были каменные таблички, на которых был записан божественный закон. Ману, Минос, Мисес, Моисей. Когда речь идет о 10 заповедях, они прямо заимствованы из 125 главы египетской книги мертвых. То, что в книге мертвых звучало как «я не украл», стало «не кради», «я не убил» превратилось в «не убей», «я не лгал» стало «не лжесвидетельствуй» и так далее. Древнеегипетская религия лежит в основе иудейско-христианской теологии. Крещение, жизнь после смерти, страшный суд, непорочное зачатие, воскрешение, распятие, ковчег завета, обрезание, спаситель, святое причастие, великий потоп, Пасха, Рождество, Песах и многое другое. Все эти аспекты являются египетскими атрибутами, которые долго предшествовали христианству и иудаизму. Юстин Мартир, один из ранних христианских апологетов, писал: когда мы говорим, что Иисус Христос, наш Учитель, был распят, умер, воскрес и вознесся на небеса, мы не говорим ничего иного, чем то, во что вы верите, поклоняясь Юпитеру, поклоняясь сынам Юпитера, как богам. В другом своем труде Юстин Мученик говорил: он родился от девы. Примите это так же, как принимаете случай с Персеем. Очевидно, что Юстин и другие первые христиане знали, насколько похоже христианство на языческие религии. Однако у Юстина было оправдание. Когда нужно было, дьявол приходил ему на помощь. Конечно, коварный дьявол, предвидя пришествие Христа, смутил карты языческого мира. Библия есть не что иное, как смесь астрологии и теологии, подобно всем религиозным мифам до нее. Доказательства переноса характеристик от одного персонажа к другому можно найти даже в самой Библии. В Старом Завете есть история о Иосифе. Он был прототипом Иисуса. Иосиф родился благодаря чуду, так же, как и Иисус. У Иосифа было 12 братьев, и у Иисуса было 12 учеников. Иосифа продали за 20 серебряников, и Иисуса за 30. Иосифа продал его брат Иуда, Иисуса его ученик Иуда. Иосиф начал свое служение в 30 лет, так же, как и Иисус. Параллели очевидны. Существует ли какое-либо внебиблейское свидетельство о том, что существовал человек по имени Иисус, сын Марии, который путешествовал с 12 последователями, исцелял людей и тому подобное? Во времена жизни Иисуса, как до него, так и после, в Средиземноморье жили многие историки, которые могли бы подтвердить его существование. Многие ли из них упоминают об этой личности? Ни один. Концепции о крестной жертве Христа у ранних христиан, видимо, еще сформировано не было. Ибо ни одного креста, кроме якорного, ни одного креста, кроме якорного, мы тогда не найдем. К слову, предполагается, что крест в христианстве мог эволюционировать из якоря. Кстати, от якоря в византийской и русской традиции креста осталась цата, полумесяц, позже ставший символизировать лона Девы Марии и сочетался с крестом или звездой, символизирующей Вифлеемскую звезду. Как видите, этот символ встречался еще до нашей эры, а последняя нижняя картина – это один из символов ассирийского, а позже шумеро-аккадского бога Ашура.
Этот слепок цилиндрической печати, которая датируется 300 годом. Тут мы видим надпись «Орфей», а ниже «Бахус», он же Дионис, которого я также упоминал ранее. Кстати, Бахус всегда изображался с виноградной лозой вокруг головы, что очень напоминает терновый венец Иисуса. Над крестом видно тот самый полумесяц, возможно, полузатменное солнце, а сверху кресты. У подножия же видно то ли рыб, то ли кувшины с вином. Но в общем, это имеет вид цаты. Позже этот полумесяц, после взятия вот этого сельджуками Византии, был перенят и сегодня считается исламским символом. Ха-ха. Исламским символом. Тут Исида с младенцем Гором. Это очень напоминает характерный эпизод в христианской иконографии. Мария с Иисусом на руках. Также тут видно солнце внутри, практически полумесяца над головой Исиды. А еще позже полумесяц был заимствован турками в покоренной ими Византии и с не столь давних времен используется как символ ислама. Так, не знаю, как вам будет, но одна тут Исида с младенцем Гором, другая Мария с младенцем Иисусом. Христианство – это пародия на поклонение Солнцу. Они заменили Солнце человеком по имени Христос и поклоняются ему, как раньше поклонялись Солнцу. Томас Пейн. Сегодня культ Солнца достиг своего пика. Кульминацией стал последний обожествленный солнечный культ в облике Иисуса Христа, который вобрал в себя все восточные и индоевропейские культы, а основой стала египетская религия со своим 3000-летним развитием. На северной части континента, где отсутствует такая персонификация, за исключением тех индоевропейцев, которые мигрировали в сторону Индии, и известных как арийцы, которых индусы и иранцы считают своими предками. Такого развития не произошло. Такое различие в развитии культа Солнца, скорее всего, связано с тем, что восточные народы, такие как древние египтяне, месопотамцы, жили в плодородных землях с рекой для орошения и богатыми природными ресурсами. Это обеспечивало им благоприятные условия для развития сельского хозяйства, строительства городов и торговли, в то время как северные народы могли лишиться таких преимуществ из-за более суровых условий. Арийцы оказали огромное влияние на развитие культа Солнца в долине Инда. Настолько, что уже не только Солнце было персонифицировано, но и появилась первая личность, посланник солнечного культа, пророк, пайгамбар Зороастра. Заратуштра – основатель зороастризма, маздеизма, жрец, которому приписывается авторство Авесты, это писание зороастризма. Он жил в Центральной Азии во втором тысячелетии до нашей эры, до возникновения авраамической религии, иудаизма и христианства. Гаты – это песнопение, это часть Авесты. Рисует нам Заратуштру как историческую личность, наделенную всеми человеческими страстями. В этих проповедях, песнях он громогласно бичует своих противников, сторонников старой арийской религии, обожествлявшей силы природы, называя их поименно. В своей проповеди Заратуштра отделил добро и зло, как две изначально существующие в мире природы, не имеющие между собой ничего общего. Призвал следовать добру и отвергать зло. У немецкого писателя-философа Фридриха Ницше есть произведение «Так говорил Заратуштра». В романе «12 стульев» Остап Бендер бросает фразу «Набил бы я тебе рыло», мечтательно сообщил Остап. Только Заратуштра не позволяет. В опере Моцарта «Волшебная флейта» 1791 год образ Зарастро, символизирующий собой свет и мудрость, является отсылкой к почитанию Заратустра масонами. Зороастру посвящена одноименная опера Жана Филиппа Рамо «Зороастре» 1749 год, ставшая первым воплощением зороастрийской легенды на оперной сцене.
Лингвистический анализ Гат, самой священной части Авесты, позволяет отнести эпоху деятельности Зороастра к XII-X векам до нашей эры. Очень важно ответить мифологию зороастризма, монотеистической религии, существовавшей в Персии VI века до нашей эры, до прихода туда ислама. Зороастризм – это древняя религия, повлиявшая на все три основные авраамические религии – иудаизм, христианство, ислам. Зороастризм появился на основе проповеди пророка Заратуштры, время жизни которого относит примерно к 1200-1000 года или 600-е года до нашей эры. Фара-вахар – это разновидность крылатого диска, выступающая как главный символ зороастризма. Изображает фраваши, подобие ангела-хранителя в авраамических религиях. Изначально представлял собой окрыленное солнце, символ власти и божественного происхождения, которому позже был добавлен человеческий образ. Вообще солнцу здесь уделяется особое внимание. По преданию Заратуштра осознал бытие, наблюдая за закатом солнца. Помните, да, кораническая история Авраама, Ибрагим Пайгамбара, как он уверовал, сидя, смотря, вообще, если бы мусульмане читали бы Коран, было бы легче что-то донести, какую-то информацию давать. Но не знаю, как общаться и как доносить до людей, которые говорят, моя любимая книга Коран, но я ее никогда не читал. В общем, в Коране есть история, где Ибрагим описывается, как Ибрагим уверовал. Он там поругался с вот этим отцом своим и с другими, сломал идолы и сидел за городом. Тогда он увидел небо, смотрел на небо, увидел звезду, сказал, что звезда мой Бог. Потом звезда упала, и он сказал, что я не люблю упадающих, и взял потом солнце. Когда солнце закатилось, он сказал, да ну его, тоже не хочу, не люблю закатывающихся. И я верую в того, кто все создал. И вот так он уверовал, короче. В зороастризме фигурирует божество солнечного света, Митра, посредник между небом и землей. Его воплощением стало восходящее солнце. А также здесь присутствует концепция Саашьянта, спасителя, который возвестит о пришествии Царства Божьего, победит зло, воскресит праведников для их бессмертия и совершит великий суд. В середине первого тысячелетия до нашей эры зороастризм оказал серьезное влияние на иудаизм. И это влияние можно заметить в том числе в христианстве и исламе. Основой иудаизма снова же является египетская религия, но концепция пророк или посланник не существовали в Древнем Египте. Фараоны выступали как воплощение Бога, часть Бога, проявление Бога. Это отразилось в христианстве. Иудеи не признали воплощение Бога и были под влиянием зороастризма в этом отношении. Так появились иудейские пророки с генеалогическим древом до самого первого человека Адама. Позже все они были взаимствованы арабами для ислама. Еще в 8 веке до нашей эры Иудею населяли люди, верующие в культ солнца. Об этом свидетельствует найденный слепок печати царя Иудеи Езекии. Группа археологов под руководством Эйлат Мазар из Еврейского университета в Иерусалиме обнаружила глиняный слепок личной печати Езекии, царя Иудеи, правившего в конце 8 века до нашей эры. По словам ученых, Езекия – один из немногих библейских личностей, существование которой подтверждается археологическими находками. Об исследовании сообщается на официальном сайте университета. Авторы нашли глиняный слепок диаметром около 1 сантиметра во время раскопок на холме Офель, вблизи Храмовой горы в Иерусалиме.
По словам археологов, не пропустить такую небольшую находку помогло то, что грунт подвергали влажному просеиванию. Артефакт содержит надпись на иврите. Принадлежит Езекии, сыну Ахаза, царю Иудеи. Кроме того, на нем нанесены несколько символов. Двукрылое солнце и два ангела, египетских креста. Видно, да, вот тут? Если кто не помнит из прошлых лекций, вспомните там шумерский и то, что сейчас я показал вам. Зороастрийский. В общем, окрыленное солнце. Довольно-таки древний, известный культ. Тотем охотников. Орел крылья – это тотем охотников. Первые победители, первые цари – это охотники. Первые вожди – это охотники, которые кормили все племя. И в охоте, естественно, им помогали охотничьи птицы, такие как ястреб, сокол и так далее. И они стали первыми тотемами человечества, как и солнце. Потом слились воедино, как в Египте Хор, так и тут повсеместно крылья и солнечный диск. Это окрыленное солнце, символ, культ солнца. Это 8 век, Иудей, Израиль. Какой Моисей? 1000 лет до нашей эры. Если в 8 веке до нашей эры, там все еще присутствует культ солнца. Египетские кресты. Анх называется вот этот. Солнечный крест египетский. Так. По мнению археологов, первый знак обозначал божественную защиту, а два других символизировали жизнь. В иудаизме существует поверье в пришествие Машиаха, который сделает евреев снова великими и создаст новое процветающее царство. Для христиан таким Машиахом стал Иисус Машиах или Иисус Христос. Так, сейчас, секунду. Иисус Христос. Термин Машиах переводится как Мессия или Христос, помазанник Бога. До зороастризма ни о каком Машиахе в иудаизме речи не было. В зороастризме спасителем выступает Саушьянт. Этот термин так и переводится – спаситель. Он будет рожден непорочно, придет на землю в конце времен, чтобы ознаменовать окончательную победу добра над злом. Библеисты утверждают, что волхвы, которые пришли к рожденному Иисусу Христу, были зороастрийскими священниками. Это подтверждает факт зороастрийского влияния на поздний иудаизм, частью которого было христианство. Идея Саушьянта также связана с представлением о конце времен, страшном суде и всеобщем воскресении мертвых. Все эти идеи изначально были в зороастризме. В иудаизме данные идеи отразились в книгах пророков Исаии, Даниила и Иезекииля. Последние двое писали свои пророчества в период вавилонского плена. Идея Святого Духа, как божественной силы в иудаизме, появилась наиболее явно в книге пророка Даниила, который приписывается к временам вавилонского плена. После концепции Святого Духа перешла в христианство. Сам Дух стал ипостасью триединого Бога. В зороастризме Святой Дух – это спентамайню. Зороастриец в течение своей жизни должен следовать спентемайню, чтобы идти по пути добра и света. Это похоже на христианское учение о стяжании Святого Духа. Христианство появилось в 1 веке нашей эры, после проповеди Иисуса Христа, во времена, когда по всему Ближнему Востоку был распространен зороастризм. Между зороастризмом и христианством есть много общего. Было ли это обусловлено влиянием зороастризма на христианство, сложно сказать. Но некоторые совпадения заставляют задуматься об истоках крупнейшей мировой религии. В зороастризме главной книгой является Авеста. Там описано общение Заратуштры с главным божеством Ахура Маздой. Из пророчеств Заратуштры нам известно, что Ахура Мазда является творцом Вселенной. Но этот мир не вечен. Подобно христианству, зороастризм учит, что будет конец
света, и наступит судный день. В христианстве в конце времен над всем миром станет властвовать Антихрист. После будет второе пришествие Иисуса Христа, который свергнет Антихриста и устроит страшный суд. В зороастризме то же самое. В конце времен придет Саошьянт, то есть Спаситель. Его будут звать Астват Эрета. Саошьянт разобьет силой злого духа Анграмайню, уничтожит ад, все мертвые воскреснут, над ними будет суд огнем. Все пройдут по огненному полю. Праведники очистятся от остатков зла. Испытание для них будет сравнимо с купанием в парном молоке. Грешники сгорят и исчезнут навсегда, черт возьми. Там хотя бы они исчезнут. Тут вообще изверги, сумасшедшие варвары, которые придумали Бога, который вечно будет тебя топить в огне адском. Это вообще насколько, я не знаю, бессердечными животными должны быть люди, которые придумали такого Бога, который будет тебя жарить вечно. Это что за вообще? Они хоть понимают слово вечность, они хотя бы, их мозг вообще осознает, что означает вечность, бесконечность. Я думаю, их мозг не способен понимать значение слова вечность, бесконечность и охватить. Мир обновится и вернется в исходное благодатное состояние. Барельеф Ахура Мазды, 3 век, некрополь Накширустам, Иран. В зороастризме рождение Саошьянта тоже было непорочным. Зороастрийцы верят, что Заратуштра бросил свое семя в священное озеро в Иране. В этом озере в течение нескольких тысячелетий должны искупаться 3 девы, которые родят 3 Саошьянтов. Первый обновит учение Заратуштры, второй обновит почитание Ахура Мазды, третий Астват Эрета придет в конце времен и, подобно Иисусу, победит силы зла и спасет всех праведников. В армянских источниках сохранилась легенда о рождении бога Митры, от девственницы и бога Ахура Мазды. Митраизм появился из зороастризма и в первые века конкурировал с христианством. Дева Мария с младенцем Иисусом, волхвы, пришедшие к Иисусу с дарами, скорее всего, были зороастрийцами. Это говорит о связи между христианством и зороастрийцем. Я сейчас читаю литературу. Вот это влияние зороастризма на христианство и так далее. Тут я, конечно, не согласен. Тут как бы не утверждается вот так чисто. Там может быть, не может, там приводится литература. Поэтому уточняю вам. Тут говорится, что Иисуса, там пришедшие дары были зороастрийцами. В общем, мою концепцию, как бы это, чтобы вы понимали, Иисуса никакого не было, это солнечный культ. Но это пишут вот эти исследователи просто, чтобы вы понимали. Я его привожу, потому что там есть полезные упоминания, параллели и так далее. Литература приложена к статье. Из какой литературы зарубежной? В христианстве Святой Дух является третьим лицом Единой Троицы. Святой Дух преображает человека. Святой Дух преображает человека. Это энергетийное воплощение Бога на земле. В зороастризме похожую роль выполняет дух Спента Маинью. Спента Маинью олицетворяет добро. Цель зороастрийца – следовать Спента Маинью, следовать духу добра и благости. Это очень похоже на христианское стяжание Святого Духа. С развитием зороастризма Спента Маинью стало отождествлять с Ахура Маздой, что созвучно с христианским представлением о Святом Духе как ипостаси триединого Бога. Голубь – символ Святого Духа в христианстве. Есть много других сходств, их не описать. В зороастризме используют обряд омовения святой водой при принятии веры. Жизнь Заратуштры немного похожа на жизнь Иисуса Христа. В разных преданиях о Заратуштре сказано, что он начал проповедь в 30-летнем возрасте, был очень грамотным и хорошо разбирался в вопросах вероучения. Его безуспешно искушал дьявол.
Некоторые сходства настолько близкие, что кажется, будто христиане действительно позаимствовали их у зороастрийцев напрямую или через иудаизм. Ислам появился на Аравийском полуострове в среде арабов, на культуру которых влияли две крупные религиозные традиции – христианство и зороастризм. Благодаря последнему ислам имеет ряд верований, которые отличают его от христианства, но сближают с верованиями древних иранцев. Если для иудаизма и христианства основой стала египетская религия, то для ислама, можно сказать, основой стал зороастризм. Верования зороастризма, которые напрямую повлияли на ислам. Судный мост в зороастризме – самое яркое проявление зороастрийских верований в исламе. Это идея, что все люди, праведные и неправедные, должны пересечь мост под названием Чинват, прежде чем попасть в рай или ад. Концепция судного моста является одной из старейших эсхатологических тем зороастризма и упоминается в Гатах и Авесте священных текстах зороастризма. Согласно авестинским главам Ясна 19.6.71.16, Вендидат 13.3.19.30 и Виштаспьяшт 24.42, души усопших должны пройти Чинват, разделительную линию или мост, созданный Ахурой Маздой, прежде чем попасть в рай или ад. Мост пересекает бездну ада и ведет в рай на другой стороне. Праведники успешно проходят Чинват и достигают рая, превосходного мира. Нечестивцы не могут пересечь его и попадают в ад. Зороастрийский священник III века Картир в книге «Путешествие на небеса» утверждает, что мост Чинват становится шире для праведников, позволяя им успешно переходить по нему. Картир также описывает мост как лезвие бритвы, поэтому нечестивцы не могут пройти по нему. Более поздние письмена Пахлеви содержат подобные описания моста Чинват, особенно в отношении его местоположения и длины. Как и более ранние зороастрийские писания, тексты Пахлеви утверждают, что ад находится под мостом и что мост становится широким, утверждает широким для праведников, чтобы они могли легко пройти по нему. В Бундахишне 30.25 утверждается, что мост становится острым лезвием и не дает прохода нечестивым душам. И таким образом, сделав 3 шага вперед, они попадают в ад вниз головой. Идея посмертного моста между этим миром и загробным распространена во многих культурах. В позднем иудаизме под таким мостом стали понимать лестницу Якова. Идею моста можно обнаружить в восточном христианстве в образе лестницы мытарств, а в западном в образе моста ужаса. Помните, да, наше детство? Сиратор Мустаким, Урсан, мосто, дьявол, везарву, чуважек, жежелки гуру, дьявол, елспани гуру, дикшна, джабра малику, одиду, вочна, вот да, дьявол урбац, бош, да геошини. Цач, о, хаз исламдин, да, сожи молшена. Ца вообще исламдин, такая история сейчас. В общем, однако в исламе описание моста в большей степени совпадает с зороастрийским повествованием. В исламских текстах упоминается мост под названием Ас-Сират. По нему идет каждый человек, даже пророки, чтобы дойти до рая или упасть в ад. В Коране термин Ас-Сират, путь, используется множество раз, в том числе в контексте пути в адский огонь. Соберите беззаконников и им подобных, и тех, кому они поклонялись вместо Аллаха, и укажите им на путь, сират в ад. Коран 32, 37, 22, 23. В мусульманском предании хадисах судный мост описывается подробнее. В хадисах цитируются слова Мухаммеда о том, что каждый должен пересечь сират, прежде чем он достигнет рая или ада. Как и в зороастрийском повествовании говорится, что спасенным легче пройти по мосту, и в конце концов они достигнут другой стороны, в то время как нечестивцам не удастся перейти по нему, и они упадут в ад.
этих хадисах часто упоминается, что мост лежит поперек ада. И тогда они скажут: «Ты Господь наш». Затем они последуют за ним, и тогда между двумя хребтами ада воздвигнут мост Сират. И я буду первым, кто пройдет по нему. И в тот день посланники станут говорить: «О Аллах, спаси, спаси». И там будут крючья, подобные крючкам Садана. Колючкам Садана. Сахих аль-Бухари, 6573. Посланник Аллаха сказал: когда верующие спасутся от огня, они будут остановлены на мосту между раем и адом, где взыщут друг с друга за те несправедливости, которым они подверглись в этом мире. Когда же они будут очищены, избавлены от грехов, им позволят войти в рай. И клянусь тем, в чьей длани душа Мухаммада, каждый из них найдет свое жилище в раю легче, чем он находил свой дом в мире этом. Сахих аль-Бухари, 2440. Тогда они скажут: «Ты наш Господь». После этого над адом будет переброшен мост и будет разрешено заступничество. И они скажут: «О Аллах, спаси, спаси». Сахих Муслим, 454. Сират выполняет ту же функцию, что и чинват в зороастризме. Поскольку оба моста описываются как пути в рай или ад, как в исламских, так и в зороастрийских рассказах подчеркивается неизбежное падение нечестивых в ад. Также Сират описывается как очень тонкий мост, подобный волосу или острию меча. Абу Саид сказал: «Я узнал, что мост будет тоньше волоса и острее меча». Сахих Муслим. Более поздние мусульманские мыслители, такие как Аль-Газали и Ас-Суюти, аналогичным образом описывают Сират, добавляя, что он темнее ночи для проклятых. Как в исламских, так и в зороастрийских источниках текста встречаются упоминания, что набожные люди будут испытывать меньше страданий на мосту. Следующее. Путешествие Мухаммеда на летающем бураке в небеса также берет свое начало из зороастризма. Исра-Мирадж. Ночное путешествие и вознесение. Ночное путешествие пророка Мухаммада в Иерусалим и его вознесение на небеса, которое, согласно исламскому преданию, произошло в конце мекканского периода его жизни, около 619 год. Согласно исламскому преданию, однажды ночью к пророку Мухаммеду, который лежал, прислонившись к стене Каабы, явился ангел Джибриль с крылатым животным бураком и предложил совершить путешествие в Иерусалим. Перенесенный бураком в Палестину, Мухаммад прибыл в Иерусалим и там, сопровождаемый Джибрилем, прошел через 7 небес, где встретил пророков Адама, Ису, Ибраима, Мусу, Яхью, Харуна, Юсуфа, Идриса и руководил их общей молитвой. С этим путешествием связывают также упомянутое в Коране видение 1760, когда, по мнению комментаторов, Мухаммаду, стоявшему на ограде Каабы, Аллах показал Иерусалим. Помолившись, Мухаммад вновь предстал пред Джибрилом, который предложил ему на выбор чашу молока и чашу вина. Пророк выбрал молоко и вместе с ангелом Джибрилом вознесся на небеса. Находясь в Иерусалиме, пророк Мухаммад совершил молитву вместе с другими пророками. Там же ангелы рассекли ему грудь и омыли его сердце. Книга Арда-Вираз на экране, пожалуйста. Среднеперсидский Арда-Вираз намак. Буквально книга праведного Вираза. Зороастрийский текст, написанный на среднеперсидском языке. Он содержит около 8800 слов. В нем описывается путешествие во сне набожного зороастрийца. Вираз из этой истории через загробный мир. Вираз был выбран за свое благочестие, чтобы совершить путешествие в загробный мир, чтобы доказать истинность зороастрийских верований после периода, когда земля Ирана была обеспокоена присутствием запутанных и чуждых религий. Он пьет смесь вина, манго и хаомы, после чего его душа отправляется на тот свет. Понимаю. Здесь его встречает красивая женщина по имени Ден, олицетворяющая его веру и добродетель.
Пересекая мост Чинват, затем Срош благочестивый и Адар Язад проводят его через звездный путь, лунный путь и солнечный путь. Места за пределами небес, предназначенные для добродетельных, которые, тем не менее, потерпели неудачу. Соответствовать зороастрийским правилам. На небесах Вира встречает Ахура Мазду, который показывает ему души блаженных. Ахлав. Альтернативная среднеперсидская версия слова «орда». Каждый человек описывается живущим идеализированной версией жизни, которую он или она прожил на земле, будучи воином, земледельцем, пастухом или другой профессией. Затем со своими проводниками он спускается в ад, чтобы показать страдания нечестивцев. Завершив свое призрачное путешествие, Ахура Мазда говорит Виразу, что зороастрийская вера – единственно правильный и истинный образ жизни, и что ее следует сохранять как процветание, так и невзгода. Где-то я это слышал. Кааба. Кааба Заратуштра. Кааба Зороастра. Куб Заратуштры. Архитектурное сооружение ахеменидского периода в форме башни, датируемое V веком до нашей эры и расположенное в археологической зоне Накш-Рустам. Эламское – 3-е тысячелетие до нашей эры. Ахеменидское – 550, 330 лет до нашей эры. И Сасанидское – 220, 656 года до нашей эры. Археологический комплекс Накш-Рустам состоит из усыпальниц ахеменидских правителей Ксеркса I, Дария I, Артаксеркса I, Дария II, которые встроены в южный склон горы Хаджи-Абад. Каждая из усыпальниц выполнена в виде вертикально расположенного креста. На территории некрополя на возвышении из 3 ступеней расположено квадратное в сечении здание, сложенное из хорошо подобранных друг к другу плит, создающих куб высотой 12 метров, большая часть из которых находится ниже современного уровня Земли, с единственным внутренним помещением. Народное название этого сооружения – Куб Заратустры, Каабье Зартошт. Оригинальное название и назначение сооружения неизвестны. Вероятно, свое название оно получило в XIV веке, когда руины по всей Персии связывались с различными зороастрийскими и мусульманскими именами. Европейским исследователям здание известно с XVII века, когда его посетили и описали в своих путевых заметках Жан Шарден, Корнелис де Брюин и Энгельберт Кемфер. Современное изучение памятника началось Эриком Шмидтом и было продолжено Дэвидом Стронаком, который сравнивал его с практически идентичной, хотя и гораздо хуже сохранившейся тюрьмой Соломона. Зендан-е-Сулейман. Это монеты Артаксеркс, Вахбарз, Оборзос, губернатор, 3 век до нашей эры. На всех монетах виднеется вот эта Кааба Зартуштра. А что насчет Каабы исламской? Ничего. Никакие ученые туда не допускаются. Официально запрещено посещение Мекканской Каабы для немусульман. Исключение сделали лишь для французского спецназа 20 ноября 1977 года, когда во времена захвата Каабы группой террористов идейным вдохновителем и организатором захвата был Джухайман аль-Утайби, бывший военнослужащий Национальной гвардии Саудовской Аравии. Первым по значимости был соратник Мухаммед аль-Кахтани, бывший духовным
и религиозным символом восстания. Повстанцы верили, что в его лице на землю пришел упомянутый в древнем пророчестве Махди, обновитель ислама в преддверии страшного суда. На третий день противостояния на штурм мечети были брошены бронетранспортеры и тяжелое вооружение. Понеся большие потери, правительственные войска смогли оттеснить повстанцев в лабиринт подземных сооружений под внутренней площадью мечети. После недели ожесточенных боев стало понятно, что без посторонней помощи властям не справиться с кризисом. Было принято решение обратиться к французским великим спецслужбам, благослови их Аллах. Бой длился более 2 недель. Большую роль сыграл французский спецназ JIGN под командованием капитана Поля Барреля, да благословит его Аллах и приветствует. По официальным данным погибли 255 паломников, военных и террористов. 560 человек было ранено. По мнению многих, потерь было намного больше. 68 террористов, захваченных живыми, были впоследствии казнены в Саудовской Аравии. Никакие исследования Каабы и Мекки учеными не проводилось, именно потому, что Кааба Мекки была построена относительно недавно. Также нет никаких археологических находок на территории Саудовской Аравии, которые бы подтверждали древность религии ислам и давали право относить их ко времени Мухаммеда. Хотя других артефактов и храмов, в частности посвященных богине Аллат, на территории Аравии имеются достаточно. Следующее. Пятикратная молитва. Одно из важных столпов ислама – намаз. Также прямо заимствовано из зороастризма. В зороастризме они называются гахами и выполняют их в определенные периоды времени, ориентируясь по положению солнца на небосводе. В самом Коране нет слова «намаз». Этот термин применяется к кораническому саляту. А слово «намаз» берет свое начало в Индии. Намаз – те, намаз – поклон, те – тебе. То есть поклон тебе, намасте, поклон тебе. Господа индусы. Гахи – это ежедневное пятикратное чтение молитв, названных по именам периодов в сутках. Гахов. Хавангах от рассвета до полудня, Рапитвингах от полудня до 3 часов полудня, Узарингах от 3 часов полудня до заката, Айвисрутрингах от заката до полуночи, Ушахингах от полуночи до рассвета. Может быть как коллективным, так и индивидуальным. Пятикратная молитва признается одной из главных обязанностей каждого зороастрийца. Следующее. 99 имен Аллаха. Также прямое взаимствование 101 имен Ахура Мазды. Хадж – паломничество. Черный камень Каабы. Обходы вокруг Каабы. И многое другое. Прямо взаимствованы из иудаизма и буддизма. Индусский хадж. Ятра. Ятра – путешествие, процессия, санскритский термин, которым в индуизме называют паломничество в святые места. Обход вокруг святыни – парикрама. Парикрама – тибетское название кора. Это ритуальный обход вокруг какой-либо святыни в индуизме и буддизме. Санскритский термин парикрама в буквальном переводе означает путь вокруг чего-то. Черный камень, мы видим камень, монтированный в восточном углу Каабы. Справа мы видим лингам Шивы в Гаргхабрихе, храма в Патадакале.
Лингам это в центральном месте устанавливают такой аватар Бога Вишну, чтобы все внимание было на этом предмете, на аватаре. В данном случае это черный камень в индуизме. Вокруг этого храма они там обходят, заходят, в общем, весь этот спектакль в Мекке, он унесен из Индии, прямо-таки ничего не меняя. В детстве не объяснили, что слово в слово переписывать нельзя, что учитель не такой тупой. Так, Гарбхагриха – это держатель зародыша, переводится с санскритского, чрева храма. Святая святых индуистских храмов, кубическое святилище, в центре которой находится мурти. Это мурти означает статуя, аватар основного божества. В общем, в центре которой находится аватар основного божества. На тальмидском языке Гарбхагриха известно как Гарбхаграхам. Вход в нее дозволен только жрецам. Слышали, да? Только жрецам, избранным, точнее, да? Рамзану Кадырову, там, Путину. Путину тоже надо. Или, наверное, Рамзан сделал за Путина. Вход в нее дозволен только жрецам, отправляющим здесь свои обряды. Хотя чаще всего термин применяется в отношении индуистских храмов, но иногда он может относиться к джайнистским и буддийским храмам. Сама по себе Гарбхагриха представляет маленькое, малоосвещенное и обычно квадратное помещение, созданное специально, чтобы сфокусировать все внимание верующего на материальной форме божества внутри ее. Форма этого строения, по мнению исследователей, ведет происхождение от укхи, глиняного кубического сосуда для переноса священного огня в ритуалах ведийской религии. Что с тобой? Что да. Сходство между описаниями в зороастрийских и исламских текстах дает очень веские основания утверждать, что ислам создан на основе зороастризма, но получился настолько нелепым и противоречивым, поскольку была попытка присвоения всего завоеванного арабами, куда входит христианство, иудаизм и индуизм, абсолютно разные и несовместимые мировоззрения, из-за чего ислам получился таким нелепым и бессмысленным. Чистая попытка присвоить себе все. Итак, ознакомив вас с историей и причинами возникновения религиозных культов, Бог велит нам вернуться к тому, чего придерживались ваши отцы, а именно к писанному кодексу Онгалла и неписанным правилам нахского этикета, айдал. Кодекс Онгалла вы все слышали. Тут я 16-ю статью изменил. Хотите, прочитаю. Конах – человек, твердо следующий основным принципам кодекса чести Онхала. Главной целью и смыслом жизни Конаха является служение своему народу, своему отечеству, даймох. Интересы народа и отечества для него всегда выше интересов своего тейпа, рода, фамилии. Высшим проявлением служения Конха является защита Отечества от нашествия врага, смерть в справедливой войне или при защите своей чести и достоинства предпочтительно для Конаха, чем жизнь без чести и позора. Служение Отечеству Конах имеет право заниматься любым видом деятельности, кроме тех, которые могут заставить его поступиться принципами Кодекса чести или уронить его личное достоинство. Созидательный труд не только не унижает, а наоборот возвышает достоинство Конаха. Труд во благо Отечества в мирное время является таким же долгом Конаха, как и защита своей страны во время войны. Если Конах служит в силу обстоятельств интересам одного человека или группы людей,
то в случае, когда они приходят в противоречие с интересами народа, он должен стать на защиту интересов народа. И для того, чтобы не стать клятвопреступником, он не должен присягнуть никому, кроме Отечества. Конах должен быть готов к смерти и в каждое мгновение, ибо нет ничего вечного в этом мире. Он должен помнить о том, что для него есть понятия, которые дороже жизни: Отечество, личное достоинство и честь. Но конах не должен стремиться к смерти и без необходимости испытывать судьбу, так как жизнь есть высший дар Всевышнего человеку. Главным качеством конаха является выдержка, не проявляется истинное мужество и умение управлять собой и ситуацией. Бездумная храбрость – это мужество с закрытыми глазами. Она простительна юнцу, не знающему цены ни своей, ни чужой жизни. Выдержка конаха – это мужество знающего, осознанный шаг навстречу смерти, если иное противоречит интересам Отечества, несовместимо с кодексом чести или личным достоинством. Конах должен быть скромным в жизни, в быту, в общественных делах. Ум, мужество, деяния конаха должны оценить прежде всего окружающие, но даже субъективность этой оценки не дает ему повода восхвалять самого себя. Конах всегда отвечает за свои поступки и слова. Он всегда выполняет данное им другим людям слово и никогда, даже ценой собственной жизни, не нарушает данное им клятвы. Главным богатством конаха является его честь и личное достоинство. Все иные блага этого мира можно обрести вновь, однажды утратив, но утраченная честь и поруганное достоинство обретается вновь лишь через достойную смерть. Конаху не противопоказано накопление богатства. Накопленное праведным путем богатство настоящего конаха может послужить не только его интересам, но и интересам его народа и Отечества. Жадность и скупость могут сделать бесполезными лучшие качества любого человека, так же, как и чрезмерная расточительность разорить самого богатого человека. Щедрость же приумножает не только славу конаха, но и его благосостояние. Конах не должен посягать на личное достоинство и честь других людей, так же, как и на чужую собственность. При этом он должен быть снисходительным к слабостям и ошибкам других людей, но требовательным к самому себе. Конах обязан бережно хранить лучшие традиции своей фамилии, помнить своих предков, уважительно относиться к их прошлому и к истории своего народа. Конах должен постоянно оттачивать свой ум, постигать мудрость и опыт мудрейших, изучать науки, дающие ключ к познанию мира, так как только через знание можно прийти к истинной вере и постижению справедливости. Конах должен быть скромным и в религиозных делах. Он никогда не подчеркивает своей религиозности, не подменяет истинной веры внешней формой. Справедливость – единственная мера в отношении конаха к окружающему миру и людям. Он должен быть справедливым по отношению к другим людям, так же, как и по отношению к себе. Благодарность также является чертой благородного человека. Сделанное ему добро конах должен возмещать многократно. Сам же он не ждет благодарности за содеянное добро. В общем, в общении с людьми конах должен быть предельно вежливым, сдержанным и скромным, независимо от их социального статуса или возраста. Конах с уважением и почтением относится к женщине. Он никогда, ни при каких обстоятельствах, не позволит оскорбить и унизить ее ни себе, ни другим. Честь и достоинство женщины для конаха священны. Конах должен уметь не только отстаивать свою правоту словом и делом, но и выслушать противоположную сторону, согласиться с ее мнением, если она права. Уступить в споре или ссоре более слабому противнику является не трусостью, а проявлением благородства. Конах должен быть милосердным к слабым и немощным. Он должен относиться с состраданием не только к людям, но и к животным, которые не имеют разума и не могут оградить себя от человеческой жестокости. Конах с состраданием относится ко всему живому. Никогда без необходимости не срубит дерево, не причинит вреда ни одному живому существу. Конах должен мужественно переносить все тяготы жизни, выпавшие на его долю, в том числе
и физические страдания. Конах должен достойно вести себя и в веселье, и в печали. В любой ситуации он должен проявлять выдержку и спокойствие. Жизнь конаха должна быть образцом высокой нравственности, мудрости и мужества для юного поколения. Передача более молодым своего жизненного и ратного опыта является нравственным долгом конаха. Конах должен уважать и почитать своих родителей, заботиться о них, обеспечивать их старость. В своей семье конах должен быть таким же справедливым, как и в обществе. И в наказании, и в поощрении он должен быть ровным и сдержанным. Он не должен опускаться до оскорбления или физического наказания членов семьи. Если женщина совершила такой поступок, за который ее можно ударить, то ей нужно дать развод. В дружбе конах должен быть верным и преданным. Защищая своего друга, конах не должен щадить своей жизни. Конах познается и в дружбе, и во вражде. Конах проявляет по отношению к врагу такое же благородство, как и по отношению к остальным людям. Конах не должен применять оружие против безоружного врага. Тяжело раненному врагу он обязан оказать посильную помощь так же, как сделал бы это для любого человека. Конах должен по возможности избегать поединка с более слабым противником, так как любой исход такого боя не прибавит ему славы, но может уронить его имя. Если же поединок неизбежен, то он должен дать противнику возможность выбрать оружие и быть снисходительным к нему. Он не должен уклоняться от боя с сильным противником, но он должен всегда предпочитать мир в войне, если такое возможно, без ущерба интересам народа, его чести и личному достоинству. Закон гостеприимства для конаха священен. Конах, не сумевший защитить своего гостя, обречен на позор и презрение. Поэтому жизнь и свобода гостя для него дороже собственной жизни. Но он не несет ответственности за гостя, совершившего преступление. При посещении чужих стран и народов конах должен уважать их законы и традиции, так как в этом случае он представляет не только себя, но и свой народ. Конах в течение всей жизни должен заниматься совершенствованием своего духа и тела для того, чтобы служить своему народу с максимальной пользой. Конах должен регулярно заниматься упражнениями, закаляющими его тело, упражняться с различными видами оружия, чтобы в случае необходимости достойно защитить Отечество и свою честь. Конах с уважением относится к своему оружию, чтит его, не обращается к нему без необходимости, никогда не применяет его ради наживы или неправедного дела. Смерть конаха должна быть такой же достойной, как и его жизнь. В написанном варианте Лечи Ильясова статья 16 гласит так. Истинная вера и справедливость является высшей духовной целью конаха. В религиозных делах конах руководствуется постулатом ислама. Нет принуждения в религии. Он терпимо относится к представителям других религий, не навязывает силой и принуждением им своих взглядов или образа жизни. Я изменил его, поскольку составитель свода законов, точнее, собиратель свода законов неписанных Лечи не был глубоко знаком с исламом и не знал, что данный аят «нет принуждения в религии» отменен. Кроме того, чеченцы до принятия ислама были терпимы к другим религиям. Если бы не это, то тем чеченцам, которые приняли ислам, в котором позволено насиловать замужних женщин 4.2.4, отрубили бы головы. Все 114 сур Корана, как известно, разделяются на мекканский и мединский. Арабское слово «насх» переводится на русский язык как «аннулирование», «отмена». В канонической науке этот термин используется для обозначения тех аятов, которые отменяют шариатские нормы, закрепленные в ниспосланных ранее частях. Ранее
частях священной книги мусульман. А некоторые исламские правоведы и вовсе отмечали, что аяты Корана могут быть отменены хадисом пророка Мухаммада. Отмененные аяты обозначаются арабским словом «мансух». Когда мы заменяем один аят другим, они говорят: «Воистину ты лжец, Аллаху лучше знать то, что он не спосылает». 16:101. Аят суры 2, 256 аят. Нет принуждения в религии, истинный путь стал отличаться от заблуждения. Кто не верит в ложные божества, в тагута, а верит в Аллаха, тот держится за крепчайшую рукоять, которая никогда не сломается. Аллах, слышащий, знающий, является отмененным аятом. Толкование Ибн Касира. Передается, что у одного из подвижников из числа ансаров было 2 дочери, исповедующих христианство. И он спросил у посланника Аллаха, следует ли ему принудить их к принятию ислама. В ответ был ниспослан этот аят. Многие толкователи Корана считают, что этот аят относится к христианам и иудеям, которые приняли эту религию до ее искажения и платят при этом джизью мусульманам. А другие ученые сказали, что этот аят отменен. Ибн Касир, Дар ибн аль-Джаузи, 622. Его отменил аят меча, 9.5. Когда же завершатся запретные месяцы, то убивайте многобожников, где бы вы их не обнаружили. Берите их в плен, осаждайте их и устраивайте для них любую засаду. Если же они раскаются и станут совершать намаз и выплачивать закат, то отпустите их, ибо Аллах прощающий милосердный. А также 9.29. Сражайтесь с теми из людей Писания, которые не веруют ни в Аллаха, ни в последний день, которые не считают запретным то, что запретили Аллах и его посланник, которые не исповедуют истинную религию, пока они не станут собственноручно платить дань, оставаясь униженными. В связи с тем, что знание об исламе стало доступно нам, в отличие от наших предков, мы поняли, что ислам – это великая клевета на Бога, троянский конь, который уничтожает нашу национальную самобытность. И наш долг – исправить статью 16, отменив ее содержание новым. Итак, моя версия 16 статьи. Справедливость является высшей духовной целью Конаха. Он терпимо относится к представителям других религий, за исключением ислама, который является человеконенавистнической идеологией и военной пропагандой варваров VII века. Многие мусульмане задают вопрос: если ислам – это преступление и ложь, что ты предлагаешь взамен? Я предлагаю хорса, ничего нового. Древние пракавказцы являются базисом, на котором появилась индоевропейская явная культура. Отсюда вывод, что праарийцы – это и есть пракавказцы. Мархаизм, харсизм является эзотерической компиляцией научной мысли в сфере популяционной археологии, этнокультурологии, трудов традиционалистов, традиционных верований северокавказцев и суфизма. Причем как исламского, так и внеисламского. Но само учение к исламу отношения не имеет. Учение подразумевает, что все верования, как традиционные, так и авраамические, по сути восходят к одному примордиальному древнему учению. Но в связи с тем, что произошла явная дифференциация этого учения на арийское и семитское, появилась их дихотомия, то есть противостояние. И одни и те же постулаты трактуются диаметрально противоположно. Хорса, каждая душа, созвучная с харса, то есть русы, кукурузного цвета. Это одно из арийских персонификаций имен Солнца, что отражает светоносное преобладание в мархаизме над темным, лунарным, как символ победы света над тьмой, дня над ночью, стремление к вечной весне. Я, как имеющий скифо-аланские корни, могу также порассуждать о скифском происхождении Одина Вотана. По сути, Вотан – это царь-жрец или король-шаман и родоначальник божественных королевских династий.
который своей мудростью обожествился в сознании людей и теперь выступает как эгрегор у людей вроде меня. Шаманские практики в виде медитаций, зикров и прочих мистико-эзотерических практик в суфизме и, как следует из этого, в мархаизме – это по сути акт переживания познания высшего, своего рода жертва, которую Один принес на ветвях Игдрасиля. Поэтому вот он, это мой эгрегор, который пробуждает меня познавать непостижимое. Вера в Святую Троицу имеет своего рода арийское начало. Подобное разделение единого Бога на три ипостаси встречается и в индуизме – Брахман, Вишну, Шива, и в христианстве – Бог Отец, Бог Сын, Бог Святой Дух. В архаизме не отрицается персонификация Бога на разные ипостаси, так как в базовых учениях суфизма Бог есть во всем и все есть в Боге. Но каждый хорсит сам для себя может найти свои ипостаси покровителей, хотя данное деление скорее дань уважения арийской традиции, нежели реальная персонификация, так как в уме и сердце мы понимаем о единоличии Бога. Понимаем, да. Мне, как мархаиту нахской традиции, близка идея Троицы. Дели, Халуа, Дели, Малх, Стели, Сели. Но не в политеистическом, а в переосмысленном, через примордиализм пониманий. И опять же, как дань уважения арийской традиции. Заповеди Хорса. Вера – это главный стержень любого свободного человека. Неважно во что, ибо Бог есть во всем, и все заключено в Боге. Бог может явить себя человеку в любом обличии, но человеку нельзя забывать о том, что то, в чем явил себя Господь, то лишь явление. Нельзя забывать о единоначале всего сущего и несущего. Только после этого можно обратиться с мольбой к Всевышнему. Только верующий человек может быть свободным. Вера наших предков, как и любая другая вера, это лишь одно из многих верований в Бога, но она по-своему верна, так как сохранила память о главном, о свободе духа. А свободный человек – это верующий человек. Пусть и многие забыли о единоначале и поклонялись лишь явлениям Бога, но не нам судить, как они верили, ибо мы уже никогда не узнаем, что было у них в сердце, у них в их сердцах. Свободный человек равен другому свободному человеку, но каждый равен на своем месте, ибо каждому свое. В единстве ваша сила. Медитация, зикр, как коллективная, так и в единении с Богом, с природой и с собой наедине, укрепляет веру и единство хорса, каждой души. Садитесь в удобную позу в поле или под деревом, на горе или в пещере, где бы вы ни оказались. Вдохните и выдохните несколько раз. Усмирите свое сердце и буйный поток мыслей. Почувствуйте одухотворенность сущего вокруг, который наделил Бог природу, и произносите спокойным голосом любое имя Бога, что вам известно, на вдохе и выдохе, будто вы дышите Его именем. Собирайтесь на общий громкий зикр, так вы приобщаетесь к единению друг с другом. Свобода постигается в вере, а достигается в борьбе с собой, в борьбе с пороками, в борьбе с врагом, в борьбе с несправедливостью. Борьба с несправедливостью может быть выиграна только праведным гневом справедливости. Чьим бы рабом ты себя не считал, будь то рабом человека или рабом Бога, ты не будешь услышан. Боритесь против тех, кто угнетает вас. Угнетайте тех, кто угнетает других, чтобы они почувствовали на себе то, на что обрекали других. Но не распространяйте угнетение на их детей, если те не пошли по стопам своих отцов. Уважайте веру другого, во что бы он ни верил, так как он верит искренне, и до тех пор, пока он уважает вашу веру. Но на тех, кто притесняет вас и вашу веру, обрушьте праведный гнев вашего Господа, ибо в вере он завещал любить всех, а не притеснять. Не завидуй богатому, ибо сам бы хотел жить подобно ему. Достигай жизни, которой хочешь, честным путем,
но не возгордись перед бедным, ибо он должен не завидовать тебе, а равняться на тебя, и не ставь ему преград в этом. И никогда не забывай о вере, ведь истинное богатство в душе. Бог наделил этот мир множеством ритмов, музыкой, и у наших сердец есть музыка своя, как и у земли, у солнца, у всей вселенной. И иногда душа требует от тела тоже двигаться в ритме музыки. Так танцуй же! Если вы не принесете своим танцем смущения среди людей. Умением творить наделил нас Бог, и мы изобрели музыкальные инструменты для увеселения души, картины для ублажения глаз. Не глушитесь даром, что наделил нас Бог. Вера не должна ослеплять верующего, но должна раскрыть взор его на все сущее. Не ограничивайте себя в познании. На добро всегда отвечай добром, а на зло справедливым гневом. Но не приступай. Свободный человек никому не покоряется, но покоряет рабов. Но свободный не должен желать оставить род раба в рабстве. Он должен освободить сначала его душу от рабства, а потом и его самого. Не пейте горячительных напитков до беспамятства. Пейте вина, если того требует здоровье, и не более того. Не вдыхайте дыма табака, ибо не несет он ничего, кроме разрушения вашего тела. Соблюдайте пост марха месяца, до того дня, когда повелит Господь солнцу набрать силу. Не ешьте по мере ваших сил, пока оно светит, и не пейте ничего, кроме воды, ибо она источник жизни. Свободному человеку не предстало платить дань другому. На общине свободных ради общего блага можно отдавать часть своего дохода во благо общины. Хороший предводитель тот, кто прислушивается к мудрецам и внемля их советам поступает. Лучший предводитель тот, кто, прислушиваясь к мудрецам, имеет мудрость поступить правильно, как он сам того решил. Газават в мархаизме, идея газавата, несколько отличается от исламской и даже мюридитской. Газават в мархаизме – это борьба как с религиозной нетерпимостью и несправедливостью по отношению к себе и к другим, так и в целом освободительная борьба от любого гнета. Национально-освободительная борьба также может стать газаватом, если притеснители не считаются с верующими харситами и притесняют их веру. Но это не значит, что харситы не будут участвовать в национально-освободительной войне светского характера, так как харсита обязывает его этническое, сословное и родовое происхождение, его иерархия идентичности, которая носит горизонтальный характер. Каждому харситу нужно знать и почитать своих пращуров, а для знати это и вовсе должно быть делом чести, ибо изучение своей генеалогии – это признак аристократизма. Кстати, об аристократизме. Как дань уважения арийскому происхождению мархаизма, общество стратифицировано, но эта стратификация не должна носить изоляционистский характер. Попули новум и нобилитет никто не отменял. Спасибо за внимание.